Это дневной формат. Я Мария Лукпанова и мои коллеги готовы рассказать о главном к этому часу. Здравствуйте. Будущее казахстанской молодежи под угрозой, депутат Магерамов выдвинул тревожные предупреждения о рисках, связанных со стремительным распространением искусственного интеллекта. В частности, парламентарий раскритиковал популярный чат GPT. По его мнению, генератор подрывает способности детей к критическому мышлению. Магерамов предложил ввести регламенты для использования ИИ в образовательных учреждениях, а еще обеспечить контроль цифрового прогресса в обработке данных. Обеспечить четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных, уполномочив лишь ограниченный круг лиц для сбора и обработки персональных данных граждан. Третье. Пресечь незаконные факты передачи базы данных граждан путем проверки субъектов, осуществляющих сбор и хранение биометрии граждан на предмет незаконного использования и передачи данных третьим лицам. По поводу детей. В данном контексте стоит вспомнить и американского подростка, погибшего после непродолжительного общения с одним из чат-ботов. Родители школьника подали в суд на создателей приложения, обвинив искусственный интеллект в подстрекательстве мальчика к уходу из жизни. В связи с чем? Вопрос, уважаемые телезрители. Согласны ли вы с инициативой депутата регламентировать использование ИИ детьми? Для того, чтобы ответить, вам необходимо навести телефон на экран и просканировать QR-код. Таким образом, вы автоматически перейдете к нам на платформу. Между тем, около 300 голосов, 28% отвечают «да». Копипаст и автоматическое решение задач – это деградация, считают они. 30% отвечают «нет». Нужно идти в ногу со временем, уметь адаптироваться к трендам. 9% за третий вариант, они категорически «за». Нужен полный запрет, даже не ограничение, сообщается нашими респондентами. 30% большинство за последний вариант. Они считают важным учить безопасному использованию искусственного интеллекта. Если же вам есть что сказать, звоните по номеру 8 700 900 40 40, а к нам присоединяются эксперты. Итак, тема дня. Искусственный интеллект. Что дальше, прогресс или деградация? Здравствуйте, уважаемые гости. Для начала всех представлю. В студии Ерназар Кайратулы, независимый эксперт в сфере образования. Рустем Бегари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства. Максим Далакян, IT-предприниматель, основатель казахстанского и стартапа речевой аналитики Айок.кз, если я правильно прочитала. Здравствуйте. Чуть позже на скайпе появятся еще несколько гостей. Миннауки сегодня представляет Гульжан Джарасова, Нургали Ельшибеков, академический директор Джу High School, Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности, Махсат Акпаров, представитель Ассоциации по развитию искусственного интеллекта в Казахстане Kaz.AI. Что ж, еще раз всех приветствую, уважаемые гости. Для начала всем предлагаю посмотреть актуальную информацию по росту количества пользователей, упомянутого выше чата GPT. Появился он в 2022 году и в 2023 уже набрал более 1,5 миллиарда человек-пользователей. В 2024 году цифра выросла практически в 2 раза, больше 3 миллиардов человек. Возраст пользователей, большинство это люди с 25 до 34 лет, на втором месте 18-24. 19% это 35-44-летние люди, и старшего возраста, конечно, меньший процентаж. Ерназар Мырза, позвольте первый вопрос вам. Вот интересно, как у эксперта, у вас узнать, как ИИ может положительно или негативно сказаться на образовательном процессе. Во-первых, сейчас искусственный интеллект активно используется в онлайн-платформах для предоставления индивидуального образования. Да. И это позволяет ученику учиться своим темпом, получать обратную связь моментально. И большинство образовательных центров также по подготовке к IELTS, к написанию эссе часто ссылаются на чат GPT, потому что он действительно качественно дает обратную связь. То есть это примеры того, как можно его активно использовать. Конечно же, и рисков тоже очень много. Я согласен с утверждением, что он ограничивает вот это критическое мышление, так как даже когда калькуляторы изобрели, оказывается, заметили спад IQ у населения. В столбик давно уже никто не считает. Да, в 70-х.
А вот сейчас, вот, получается, ChatGPT, он значительно повлияет на это все, поэтому нам важнее работать именно над ценностями и над вот этим нравственным воспитанием наших ребят, чтобы они понимали, как это все использовать правильно. А нужно ограничивать, как думаете? Ограничение, мне кажется, должно быть по возрасту, то есть по возрастным особенностям. В начальных школах, наверное, его вообще не стоит использовать. А чем старше дети, тем больше они должны привыкать к правильным, так скажем, методам использования ChatGPT. Ну, вот по поводу ограничений или запрета хотелось бы Рустем Мырза, Максим, и у вас спросить. Ну, я бы не останавливал тот прогресс, который существует, и показатели того же использования чата GPT, они говорят сами за себя. Это не потому, что мы заставляем людей работать в чате GPT, потому что в этом есть потребность. А потребность прежде всего связана с тем, что количество информации в мире, она неуклонно растет. К примеру, просто уникальных книг сегодня в мире более 130 миллионов. Перечитать это за всю свою жизнь в целом невозможно. А зачем все это перечитывать? Лучше взять одну книгу и смогу ее читать 3 месяца. Да, пусть это будет, например, алгебра за 9 класс, и все, да, и можно ее читать. На самом деле, я же говорю еще раз, что объем данных, он экстремально растет, и человеку, людям, нам необходимо будет, необходимо уже адаптироваться, да, к тем реалиям, которые сегодня существуют. Поэтому, конечно, запрещать нельзя. А вот адаптироваться и во благо использовать генеративные системы, такие как ChatGPT или другие, это необходимо. Ну вот, по крайней мере, 8 тысяч академических работ были написаны в 2024 году с помощью искусственного интеллекта. Чуть позже у Миннауки спросим, насколько это хорошо или плохо. А сейчас конкретная графика, обратите, пожалуйста, внимание. Мы сейчас сможем увидеть, мне сообщают, что графика оперативная, она в процессе подготовки, вот, успели. Проверено в 2024 году 67 вузов, 95 тысяч работ, это курсовые, дипломные, эссе. Результаты: 8 тысяч работ студентов, в них обнаружены следы искусственной генерации текста. Все мы понимаем, когда за нас что-то делается, информация, она не усваивается. Все-таки, когда даже когда мы в библиотеке ходили, возможно, я человек старой формации, но запоминалось как будто бы надольше. Гульжан Ханым, как вы нас слышите? Здравствуйте. Гульжан Ханым с нами на связи по скайпу. Она сегодня представляет Министерство науки. И у меня здесь вопрос. Ну вот смотрите, 8 тысяч работ были написаны с использованием искусственного интеллекта. Насколько это хорошо, насколько это уместно, возможно, вредно? И вообще существуют ли какие-то разрешительные меры, что вот дозированно использовать можно? Давайте я скажу таким образом. Вся работа, письменная работа студентов, они проходят проверку через определенные прокторные системы, в том числе по системам антиплагиат, да, обнаружение, насколько взаимственны тексты или самостоятельно, насколько выполнены работы студентов. В этом плане, когда говорим, что из 95 тысяч или 97 тысяч работ 8 тысяч использовали, обнаружено, что ими были использованы инструменты искусственного интеллекта, это не говорит о том, что 8 тысяч работ были защищены, допущены к защите. Они не были допущены к защите, потому что различные системы, прокторные системы, они нашли использование данного подхода, да, в определенных текстах. Поэтому для этого и проводится прокторинг, и антиплагиатные программы используются. Нашим министерством в данный момент совместно с нашими вузами разработаны 2 документа. Это один документ — межвузовский стандарт по применению искусственного интеллекта в высшем послевузовском образовании. И второй документ — это Лига академической честности вузов разработано, руководство по использованию искусственного интеллекта в академической деятельности. В данных документах отражены вопросы касательно этических норм,
как их надо применять Вот и как их где надо применять? возможно применять, а где нельзя применять. И в целом подготовка кадров мы не можем оторванно от современных технологий, и в том числе от искусственного интеллекта готовить мы не можем, потому что мы должны готовить кадров как для того, чтобы в последующем на производстве они работали с технологиями, уже куда внедрены искусственный интеллект. Гульжан или Ханым, будут эти внедряться документы что искусственный предполагают? Как и где можно с этим работать? С этими документами можете ознакомиться как на наших официальных Ну, вы нам сейчас расскажите, никто на официальных сайтах так не и- будет ознакомливаться. Да. Во всех вузах этот документ есть, и более того, в соответствии с межвузовским стандартом, со всеми вузами было рекомендовано разработать внутривузовские документы. В этом документе указаны как этические нормы, так и рекомендации для преподавателей, принципы и методики преподавания дисциплин в вузах с применением и более того, определено рекомендуемое содержание дисциплины основы искусственного интеллекта для непрофильных направлений. И данный документ, он общедоступен на сайте, на наших страничках министерства Принято. можно найти, и мы можем вам, если сейчас, есть необходимость, Гульжан Ханым, направить. Гульжан Ханым, сейчас хотелось бы услышать, но я поняла, что бы хотел также вы тезисно дополнить нам этот предоставляете информацию. Все-таки хотелось бы знать, где, когда, в какой дипломной работе, в каком количестве, в каких случаях можно использовать тот или иной чат-бот. Окей, мы продолжаем. И продолжаем мы следующей информацией по поводу концепции, которая была разработана и принята. Но прежде посмотрим информацию тезисно по документу. Количество продуктов с применением ИИ должно возрасти в 5 раз. К 2029 году концепция рассчитана на 5 лет. Увеличение образовательных программ дисциплин по искусственному интеллекту. Говорится, что необходимо 5 миллионов человек обучить навыкам искусственного интеллекта, то есть это будет какая-то, видимо, массированная работа с населением. По поводу конкретных специалистов, таковых к 2029 году ожидают в количестве 500 тысяч человек, и экспорт IT, даже такой предусмотрен, должен быть на уровне 5 миллиардов долларов. Мы продолжаем беседу. И еще одну информацию прежде хотелось бы продемонстрировать нашим телезрителям. Это исследование американских ученых, и здесь указывается, что больше половины ответов в чат GPT – это дезинформация. В целом изучение было на основе 517 вопросов, 52% ответа были ложными. 77% лишней информации. И здесь вот следующая формулировка идет, но она не совсем понятная. Возможно, если хотите, можете дополнять, уважаемые гости. 78% ответов отличаются от человеческих по степени несоответствия. Ну, то есть у нас же помимо эрудиции есть эмоциональный интеллект. Мы, исходя там из мимики человека, пластики, возможно, я так предполагаю, можем дать тот или иной ответ. Где-то слукавить. А чат GPT может, как мне кажется, отвечать достаточно прямолинейно. Сегодня вот мы приводили в пример ребенка, который наложил на себя руки в Штатах. И мы понимаем, что это очень опасно. В связи с чем, Евгений, Максим, у меня к вам вопросы. Говорим сегодня о регулировании этих моментов, об ограничении, нужно ли это. Ну, и еще не совсем понятно, вот ребенок приходит домой, как его будут в этом смысле ограничивать, если у него есть доступ к гаджетам, и он просто туда вбил задачу и записал ответы. Да, действительно, на самом деле очень животрепещущий на сегодняшний день это вопрос. Как и любая очень интенсивно развивающаяся технология, она идет вперед регуляторных норм. И, к сожалению, здесь регуляторика в роли догоняющего, да, скажем так. И остается задача, наверное, ложится все-таки задача на нас, взрослых, если мы говорим про детей,
регулировать потребление, регулировать формат и регулировать интенсивность использования всего этого. Я по-прежнему, как и IT-предприниматель в сфере, работающий с искусственным интеллектом, считаю, что ограничить эту технологию уже невозможно. Она достаточно широко прошла в массы. Ее можно попытаться регулировать, и уж тем более точно не получится запретить полностью. Да, действительно, точность ответов или частота, да, скажем, частота ответов, которая не может считаться корректной, зависит от того, на чем обучали эти нейросети. И мы, кстати, говорим не только сейчас про чат GPT, как говорится, слона-то мы и не заметили. На самом деле есть нейронные сети у других гигантов IT-индустрии мировой, которые обучаются на наших с вами метаданных, на наших с вами пользовательских данных. Это Google, это Twitter. У каждого из них есть своя нейронка, которая на наших именно пользовательских косвенных данных обучалась и продолжает это делать. Поэтому чат GPT мы сегодня видим как самый яркий, наверное, пример этой индустрии, но далеко не в нем единственном кроется вот эта вот проблема. На мой взгляд, мы не можем сегодня полностью ограничить детей от потребления этого контента, как минимум, потому что есть гаджет. Но, слава богу, это делают в том числе те IT-системы, которые их разрабатывают. То есть во многих системах уже есть так называемый детский режим, скажем так. Да? Он ограничивает тот контент, с которым ребенок может соприкасаться, имея в руках гаджет. Но и это как бы не является панацеей, потому что алгоритмы, которые заложены туда, во-первых, мы, конечно, не знаем, как они достоверно работают, это никто не рассекретит, но эти алгоритмы генерируют определенный портрет потребителя контента, то есть ребенка, и продолжают ему подавать, да, контент, который ему будет потенциально интересен. Среди этого контента может возникать и потенциально нежелательный контент, как его называют очень мягко эти системы. И этот потенциально нежелательный контент не всегда может быть зафиксирован, выявлен системами, которые модерируют автоматически или вручную, да, с помощью людей этот контент. Соответственно, мы этот риск все равно не можем исключить. Но мы можем хотя бы воспользоваться по максимуму подобными программными возможностями, чтобы на уровне потребления дома хотя бы этих гаджетов, можно там, если вы хоть немножечко разбираетесь в технической составляющей, можно поставить ограничения на доступ к определенным сайтам. Ну, это дома, на роутере можно настроить, да, скажем так. И таким образом ребенок как минимум дома не будет получать доступ к определенным сайтам, в том числе и к чату GPT, скажем так. Но отказываться от него или противостоять проникновению чата GPT в сегодняшние наши бытовые вопросы, это идти поперек прогресса. Вы привели пример с библиотеками, когда появился интернет, многие перестали ходить в библиотеки. Сейчас появился чат GPT, и многие даже не гуглят, скажем так, да? Сразу ищут информацию уже в каком-то структурированном формате, сразу в ботах. Но мы должны говорить о том, что время стремительно идет вперед, и в рамках 24 часов мы обязаны успевать больше. И если мы используем технологии искусственного интеллекта как ускоритель добычи данных, то это добро на самом деле. Если мы злоупотребляем этими инструментами, и мы там пытаемся этические какие-то нормы нарушать, или мы пытаемся генерировать там рецепт взрывчатки какой-то, да, то есть такие вещи, конечно, уже за пределами дозволенного. Но так или иначе эта информация хранится в ботах. Ну, вот есть международные кейсы, судя по открытым источникам, когда пытались запретить, ну, по крайней мере, предложили аналогичный чат-бот своего государства. В общем, посмотрим конкретную информацию, которую мы сформировали на графике. Это ограничения в использовании и даже запреты. Такую информацию мы сейчас продемонстрируем нашим телезрителям. Здесь мы видим, что Италия первая страна, ограничившая использование чата. В Китае полный отказ, там есть идеологическая, политическая подоплека. Ну, если верить источникам, по мнению Поднебесной, чат GPT может формулировать информацию с угодой тому или иному государству, поэтому они вот придумали собственный аналог, который широко используется. Конкретно по ограничениям таковые есть в России, Иране, Афганистане, Туркменистане, Беларуси, Украине, Непале, Узбекистане. В Штатах нет, но есть запрет в школах. И еще есть такая информация, что в 2023 году, ну, в принципе, думаю, что многие об этом слышали, 28 стран подписали декларацию об опасности искусственного интеллекта, в том числе Штаты и Китай.
И вот, кстати, когда эту декларацию подписывали, там говорилось, что ИИ может превзойти человека. Хотя, например, вордовский документ тоже иной раз превосходит возможности человека, подчеркивая нам красным, что мы пишем неправильные слова. И говорилось также при обсуждениях, что человечество в принципе может исчезнуть с лица земли. Евгений, но мы сузимся до казахстанских школьников. Я знаю, вы апологет свободы против разного рода запретов. Но, тем не менее, ограничения должны быть для школьников? Или все-таки это ипостась родителя следить, что в гаджете его ребенка? Раз, меня слышно? Слышно. Я на секунду удивился, ко мне ли вы обращаетесь, потому что я апологет большого количества запретов как раз таки, а не свобода от этих запретов. Но если серьезно, то я согласен с многими коллегами о том, что невозможно уже сейчас запретить, поэтому, на мой взгляд, государство в лице различных своих веток, это и образовательная ветвь, это ветвь, связанная с цифровизацией, должна сформировать вместе с производителями системы, это не только там OpenAI, да, но и другие, инструменты для проверки результата. То есть у нас сейчас проблема в том, что все используют нейронные сети для формирования результата. А мы должны сделать тот самый shift left, как говорят разработчики, да, и безопасники, в сторону процесса. То есть проблема ключевая в том, что нам нужно начать и задать стандарт и у школьников, и студентов, и у чиновников зачастую, да, для автоматизации многих вещей, для чего нейронные сети хороши. Да. Это поиск, это, там, условно говоря, краткий результат и аналитика, это какие-то там факты, которые можно найти или сравнить массивы данных, ну и все. А мы, к сожалению, все абсолютно от школьника до там, министра соседней страны, которые хвастаются, что ездят на форумы, готовя через чат GPT доклады, да, вот мы, к сожалению, берем результат. И вот там уважаемая коллега из Минобра говорила, что они могут проверить это на плагиат. К сожалению, это не совсем так. Ни одной современной системы, которая результаты чат GPT с высочайшей какой-то, с высокой вероятностью проверяет на плагиат, пока не существует. И пока сами владельцы системы этого не будут делать, такие инструменты не дадут нам, мы это тоже делать не сможем. Вот. Поэтому вот ключевая история. Запрещать многие вещи, наверное, надо, но уже поздно. Поэтому давайте воспитаем культуру использования нейронных сетей в процессе, а не выдачи этого за наш результат. Тогда, наверное, и о деградации уже нас самих говорить мы перестанем. Вот как-то так. Угу. Ну, то есть, насколько я понимаю, Евгений, вы говорите не про внедрение в образовательный процесс, как, например, дополнительного предмета, а вот культуры, это родители, ребенок. Слушайте, ну, во-первых, так, а во-вторых, дополнительный предмет, как бы это слишком, ну, мне кажется, слишком круто. Мне кажется, мы, как и во многих других вещах в нашей культуре, мы пытаемся нейронные сети как-то обожествить. Не надо. Это всего лишь, вот как говорили про калькулятор, да, это всего лишь один из инструментов, да, очень крутой, да, на текущий момент современный, ну и что? Это не какая-то там новая вселенная, это просто еще один инструмент, который соразмерен 21 веку. Все, давайте использовать его в работе, но не надо подменять им результат действий человека, и давайте использовать уже естественный интеллект побольше, а не подменять его искусственным. Вот в чем мой тезис. Нургали, Масат Мырза, также на связи. И хотелось бы у вас спросить, какие у вас ожидания от запроса на имя премьера Бектенова, депутата Магерамова, который все-таки бьет тревогу, говорит, что нужно детей от ИИ ограничивать. Меня слышно, да? Да-да-да. Да, ну я вот полностью согласен с коллегами, да, вот с экспертами, которые сейчас вот у вас выступают, особенно с Евгением. Смотрите, здесь мы не можем полностью запретить эту технологию, да, но мы можем ее регулировать, во-первых. Во-вторых, мне кажется, нужно в первую очередь при образовании детей учитывать вот именно этические нормы, цифровую безопасность, потом цифровую грамотность нужно
обучать цифровой грамотности и цифровой гигиене детей, потому что у нас с этим очень большие проблемы, потому что вот наша ассоциация осенью проводила тренинги для воспитателей, руководителей, да, вот детских учреждений, и я там заметил одну проблему, то что эти воспитатели, там, многие даже не могли скачать ChatGPT, не то что его использовать, да, но также у чата GPT есть возможности, например, там, автоматизации каких-то рабочих процессов. Я бы уделил внимание именно тому, чтобы обучить вот именно преподавателей, возможно, вот этих воспитателей, тому, чтобы они могли использовать его как инструмент. Евгений прям точно сказал, то, что это не что-то такое сверхъестественное, это обычный инструмент, который, да, сейчас очень широко используется. Если вы там заметили, то, что он всего лишь за год набрал там, миллиард пользователей, тогда как, там, например, тому же самому Фейсбуку там потребовалось около 8 лет. Это показывает то, что есть потребность, да, и мы от этого никуда не уйдем. Здесь нам нужно просто, как вот Ерназар Мырза говорит, нужно вот именно воспитывать вот эти этические нормы у детей, да, и плюс еще вот эту цифровую грамотность и цифровую гигиену. Ну и плюс еще, вот как вы отметили, нужно ли там вводить дополнительный какой-то предмет. Нет, я думаю, то, что просто в программу нужно как-то вносить вот именно по там, компьютерной грамотности обучение нейронным сетям, возможно, использование нейронных сетей или создание. Нургали Мырза, спасибо большое. Махсат Мырза, по поводу вашей школы. Есть ли у вас какие-то уже интеграции, похожие на ИИ? Есть ли у вас опыт, возможно, вы приведете примеры, когда ИИ используется ребенком бездумно, когда вполне в себе уместно? И в целом, по поводу предложения и запроса депутата. Вот я хочу отметить... Так, вопрос кому был? Нургали Мырза, вам? Хорошо. Извиняюсь. Тогда так, насчет депутатского запроса. Запрещать, я думаю, это нелогично и неэтично. То есть лет 5 назад, когда первый раз я слышал то, что чат GPT или искусственный интеллект появится, он будет, и всегда звучал такой лозунг, то, что он не заменит учителей, но учителя, которые используют искусственный интеллект, заменят тех, кто не использует. То есть нужно обучать, как им пользоваться, потому что, я думаю, в принципе, да, он, наверное, запрещает именно искусственный интеллект, он уже сделал такой вызов, где просто знать недостаточно. То есть ты знания легко получаешь, но как ты их обрабатываешь, более высокого уровня критического мышления требует, да? То есть если наши учителя будут просто просить, предоставь какой-нибудь реферат, ученик спокойно это сделает. То есть нужно проверять критическое мышление, как он с этой информацией работает. Что мы делаем у себя? То есть мы для наших учителей, то есть как сделали? Учитель, который использует искусственный интеллект, быстрее обучается. То есть даже молодой специалист с помощью искусственного интеллекта быстро может, допустим, собрать поурочный план, создать презентацию к уроку. То есть это экономит ему время. Он больше времени может уделить на свое творчество, может больше времени уделить ученикам. В то же время ученикам нужно предоставлять такие задания, которые он не просто там переписал что-нибудь или собрал какую-нибудь информацию. Он должен озвучить показать анализ, может быть, задавать именно те вопросы, которые позволят именно это проверять. Потому что это новый вызов, который именно время предоставляет, и с этим нужно уже как-то понимать то, что это действительность. И если мы сейчас будем запрещать это, и, допустим, на рынке труда мы будем еще больше отставать от других стран. То есть это, я думаю, безопасность страны именно интеллектуальной, когда если мы, допустим, наш выпускник поехал куда-нибудь за рубеж и не может конкурировать уже ни с кем, потому что на тот момент, скажем так, да, там студент, даже не зная каких-то дата-аналитики или каких-то очень сложных вещей, при помощи искусственного интеллекта сможет выполнять эти задачи
а наши дети не смогут этого делать, то есть это мы ставим крест на их будущем. То есть я думаю, здесь в этом плане этически, я думаю, нужно посмотреть, насколько это защитить ребенка будет равно тому, чтобы лишить его будущего. Спасибо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что вы можете писать нам сообщение на номер 8 700 940 40. Также можете дозвониться до прямого эфира. Просканировав QR-код, вы можете перейти к нам в Telegram, оставить свое мнение. Вопрос сегодня достаточно простой. Депутат Магерамов считает, что поколение из-за использования ИИ может вырасти поколение, неспособное решать сложные задачи. Депутат предложил регламентировать использование ИИ в учебных заведениях, и нам интересно ваше мнение, уважаемые телезрители. Вот наши респонденты в Telegram уже голосуют примерно час, около 400 человек оставили свои мнения, и цифры следующие. 30% отвечают «да». Они считают, что автоматическое решение задач, интегрировал, вот тебе выдали ответ, это натуральная деградация. 28% отвечают «нет», нужно идти в ногу со временем, уметь адаптироваться к трендам. 8% категорически «за». Они даже не за ограничения, за конкретные запреты, хотя в депутатском запросе таких жестких формулировок не звучало. 30% считают важным учить безопасному использованию ИИ. Сканируйте QR-код, переходите к нам в Telegram, присоединяйтесь к интерактиву дневного формата, ну или звоните по номеру 8 700 940 40. По поводу закона, Рустем Мырза. Таковой, насколько я знаю, появится в 2025 году, и он будет об искусственном интеллекте. Да, сегодня даже в целом понятия, что такое искусственный интеллект, понятийного аппарата даже нет, поэтому необходим закон. Регуляторика действительно нужна. Нужен закон, который бы опишет правила игры и участников, что такое искусственный интеллект, как работать с данными, кто отвечает за новые сгенерированные данные на основе искусственного интеллекта и так далее. Таких вопросов много, и это нужно регулировать в рамках хотя бы понятийного аппарата искусственного интеллекта. Конечно, дальше уже будут и другие какие-то регуляторные акты, чтобы связаны именно прежде всего с этикой, то, о чем сегодня уже затрагивали, и связанные с обоснованностью каких-то алгоритмов, генерируемых уже искусственным интеллектом. Потому что в основе ИИ это лежит обычный алгоритм, линейная какая-нибудь функция, которая по какому-то скорингу, условно говоря, даже вы сегодня в банке, получая кредит, система вас сканирует, ваше лицо, пока она сканирует, она проверяет ваши задолженности, оплаты, зарплату и так далее, и так далее. Вот. Насколько справедливо, насколько прозрачно эти алгоритмы работают, вот это нужно, конечно, смотреть. Я знаю, что у вас в бэкграунде есть работа в образовании, и здесь хотелось бы спросить, смотрите, если говорить по поводу детей, опять-таки были новости, и она была не одна, что чат GPT демонстрировал какой-то непотребный контент, и в этой связи якобы нужны ограничения. Или мы все-таки сходимся в том, что определенные, Максим, вы говорили, да, сайты нужно блокировать, потому что не только ИИ может сделать подборку из непотребных роликов, а тот же YouTube и везде, где ребенок может находиться. Любое приложение, которое сегодня вы у себя в смартфоне или в компьютере используете, уже имеют скоринговые системы и системы алгоритмов и мониторинга за вашим поведением. Это связано прежде всего с Customer Relationship Management, с тем, чтобы придавать вам какие-то хорошие сервисы. Действительно, ограничивать, это уже вопрос родителей и в целом, насколько вы хотите, как часто они будут использовать. Говорить о том, что прям чат GPT ограничен, тоже действительно нет смысла. Это может относиться и к YouTube, и к Telegram, или любому другому приложению. Кстати, по поводу соцсетей. По-моему, в Норвегии, если я не ошибаюсь, соцсети до 16 лет просто запрещены для подростков. Я в эту новость не погружалась, буквально в качестве заголовка где-то увидела. Если располагаете информацией, уважаемые гости, то можем поговорить, собственно, и про запрет. Я вам другой пример приведу. Первые автомобили появились в Англии. Но Англия сегодня не является лидером в области автомобилестроения. Почему? Потому что как только появились эти автомобили,
парламент их решил зарегулировать движение этих автомобилей по улицам Лондона, где установили правило, что за 50 метров перед автомобилем должен идти пешеход с красным флагом и махать флажком, что сзади едет автомобиль. Вот какой перебор пришелся на вот конкретную страну. Наверное, также и в Норвегии запретили, но здесь вот я с ребятами согласен, что компьютерная грамотность и вот культура, как называется, гиперкультура, да, она должна быть привита. То есть нельзя человека закрыть, ребенка в одной комнате и из квартиры не выпускать. Это все равно, что там бояться, что тебя собьет автомобиль, но можно и в ванне утонуть. Да? Точно так же и ребенка невозможно ограничить. А вот говорить, что и говорить, что плохо, а что хорошо и как этим пользоваться, вот это нужно действительно прививать. Я бы хотел еще дополнить. На самом деле, когда мы говорим о школьниках, мы же не размышляем о них только в контексте нахождения в здании школы или нахождения внутри дома. Школьники взаимодействуют с другими школьниками. Сегодня интернет открыт для общения с ровесниками из других стран. Да, эти границы стерты. Возможно, в наше время были не такие широкие возможности, но сегодня они есть. Соответственно, когда мы говорим о пользе или вреде такой технологии для школьников, мы не можем ограничиться только мерами, которые будут распространяться вот на физические здания школы и технологии внутри школьного здания или внутри, соответственно, жилища. Да? То есть, да, есть ограничения, не только Норвегия. Сейчас компания Meta, это владелец соцсетей Facebook, Instagram, мессенджера WhatsApp, они практикуют у себя ограничения на регистрацию, если не ошибаюсь, пользователей младше 13 или 14 лет. Вот недавно была такая новость. Но я так понимаю, что технология, во-первых, экспериментальная, видимо, там какие-то ID-документы будут предоставляться, но, наверное, подмену ID-документов тоже можно сделать. То есть, если сильно захотеть зарегистрироваться, способы найдутся. Это все попытки, это все робкие инструменты, которые вот в этом лавинообразном процессе пытаются там поставить какой-то красный флажок перед этой скатывающейся лавиной, но флаг за флагом, снося, лавина будет обретать какую-то конфигурацию, а мы будем, соответственно, более значимые барьеры какие-то находить и ставить. На сегодняшний день мы пока только методом проб и ошибок. Мы сами еще недостаточно экспертны настолько, чтобы зарегулировать в целом эту сферу. Плюс сегодняшняя открытость наша для мира и открытость мира для нас, вот в 99% стран, да, это так, она не позволит нам изолироваться. Блокировать какие-то сайты можно на уровне домашнего интернета. Если вы начнете это делать на уровне целой страны, как это делается в некоторых странах, то, конечно, это вызывает определенный негатив, определенный регресс даже, да, со стороны технологического, вот если фактора посмотреть. То здесь, конечно, мы должны смотреть на технологии более глобально. Можно, конечно, запретить каким-то образом и думать, что мы запретили, использовать чат GPT для генерации рефератов, курсовых, диссертаций и так далее. Но смотря как его использовать, его можно использовать для быстрой проверки орфографии, можно использовать для структурирования мыслей, можно использовать для полной генерации этого документа. Да? И возникает вопрос, ну, так называемого факт-чекинга, то есть проверка достоверности источников, откуда это все черпается. И вот сейчас мы видим тренд, когда нейронки открываются в интернет. Или для них открывается интернет. Это когда вы можете черпануть информацию не только из знаний непосредственно самой нейросети, но и она может пойти погуглить за вас, так сказать. И, соответственно, здесь мы получаем новый риск, когда нейросеть потенциально может натолкнуться на какую-то релевантную страницу, то есть она прокачана, в поисковиках поднимается, да, но ее достоверность, ее безопасность, ее этическая составляющая, ее какие-то остальные критерии не соответствуют применимости в данном контексте, и мы получаем еще более опасную ситуацию на самом деле. Эти риски действительно есть, и с ними на сегодняшний день бороться нельзя, но если не можешь побороть хаос, нужно его возглавить, как говорится. Да? И мы должны всего лишь оседлать эту волну. Вот серфинг, простой пример. Мы стихию оседлать не можем, но мы можем из нее извлечь какие-то для себя положительные моменты. Поэтому нам нужно регулировать. И, наверное, к сожалению, сейчас мы находимся в такой реактивной фазе, когда мы видим быстрое развитие технологий, и мы пытаемся реагировать. Проактивно здесь не получится, потому что мы порой даже не способны осознать, наверное, да, те грани и те границы, которые имеет эта технология. Я больше за то, чтобы эти технологии применять. Я сам IT-предприниматель в этой сфере. Я вижу, допустим, сегодняшние студенты, насколько
не трудоспособны, не подготовлены отчасти. То есть в IT-сфере очень много студентов, которые имеют уже диплом о высшем IT-образовании в той или иной сфере. На самом деле, когда очередь доходит до кодирования руками, в большинстве своем очень много испытывают трудностей. И это отчасти связано с тем, что за них эти работы, достижение их результатов было достигнуто какими-то инструментами, предполагаем, что в том числе нейронками. Когда вы используете нейронку для генерации какого-то кода для приложения, да, его можно использовать. Это ускоритель, я уже говорил об этом. Технология как ускоритель должна быть применена. Но заменитель результата, то, о чем сегодня говорил Евгений, это, наверное, тот риск, к которому мы не должны приблизиться и должны от него максимально отходить. Ернзар. Да. Очень впечатлен всеми ответами и со всеми согласен, действительно. Искусственный интеллект непосредственно накажется в нашей жизни, и от него не убежим. Сам я, когда учился за рубежом, что я заметил, в Южной Корее даже студенты печатали быстрее, чем наши ребята. То есть сейчас у меня есть ученики, я их прошу написать эссе, 2 пальцами печатают, а у них были уроки по печатанию на 10 пальцах. Да. То есть также и здесь печатаем мы чаще, чем пишем рукой, да? Ручкой пользуемся. Поэтому искусственный интеллект — это то же самое. Тут нужно будет ребятам адаптироваться, учиться, правильно его использовать. И опять же, я повторяюсь, нужно работать над тем, чтобы у нас появилась эта академическая честность, чтобы дети сами понимали, что брать и полностью предоставлять всю работу ChatGPT — это не выход из ситуации, а нужно его использовать как то есть секретарь, помощник, да, или же исправитель твоих орфографических этих ошибок. Я бы здесь добавил, как раз недавно Google совместно с исследователями провели анализ. В ближайшее будущее 48% профессий будут очень кардинально изменены за счет искусственного интеллекта. А около 2-7% специальностей, такие как канцелярист или другие, кто занимается рутинной работой, они просто могут исчезнуть. А почти 50, как говорил, 48-50% будут модифицированы только потому, что в их работе нужно будет искусственный интеллект применять. Это учителя, служащие, инженера и так далее. И я в завершении эфира хочу напомнить нашим телезрителям, что сейчас идет голосование у нас в Telegram. Вы можете просканировать QR-код, перейти на площадку, оставить также свое мнение. Сегодня мы обсуждаем предложение депутата Магеррамова регулировать ИИ. В учебных заведениях больше 400 голосов, и, в принципе, распределение цифр с начала эфира остается прежним. Это 30% отвечают «да», потому что может привести к деградации, 27% отвечают «нет», это новые тренды, нужно их изучать, 8% категорически за, они вообще за запрет, даже не за регулирование или ограничение, 29% считают важным учить безопасному использованию. И если судить по комментариям наших респондентов, то здесь образовалось некоторое негативное мнение о нашем сегодняшнем ньюсмейкере, которого мы упоминаем. То есть большинство, судя по комментариям, по крайней мере, не согласны. Например, Роман С. шутит следующим образом, давайте оценим. Слишком поздно, надо было с самого начала запрещать книги печатать, от них все это мракобесие пошло. Могли бы до сих пор с копьем бегать, и все было бы хорошо. Ни ковидов, ни инфляции, ни ядерного оружия, ни искусственного интеллекта. Рахимжан также поддерживает юмор нашего подписчика, пишет: «Хочу жить в пещере». В общем, в целом мы понимаем, как регулирование воспринимается, то есть оно воспринимается как чуть ли не попирание свободы слова, поэтому сегодня приходим к такому выводу, что ничего запретить, ограничить не получится. Хотя многие родители думают, если я запретил, значит мы в домике, мы в безопасности. Так не получится. И, уважаемые телезрители, если вы присоединились к нам только что, большинство экспертов сегодняшних, да практически 100%, рекомендуют все-таки налаживать культуру общения с собственным ребенком, понимать, что у него есть в гаджете, локально что-то блокировать, а в целом просто использовать ИИ как инструмент обучения.
то есть помощи, и ни в коем случае не тотального погружения ребенка в эту сеть для полного обучения. Списыванием, как мы раньше говорили. Но в целом на этом все. Таким образом подводим красную линию под сегодняшней темой. Если у вас остались вопросы, вы можете писать к нам к выпуску в YouTube. Мы обязательно промониторим, фидбэк будет. Хороших выходных, до свидания.